А на стадионе будет монитор? Там видно будет?
Доброго дня всем любителям русского хоккея. Начинаем нашу трансляцию из Сыктывкара, где через несколько минут стартует матч Суперлиги России по хоккею с мячом. Сыктывкарский Строитель принимает Кировскую Родину, соседа по турнирной таблице. И команду из соседнего региона. Здравствуйте, друзья! С вами информационное агентство БНК. Приветствую болельщиков сыктывкарских, приветствую болельщиков кировских. Я думаю, их сегодня немало на нашей трансляции, потому что нас сегодня ожидает принципиальное противостояние команд из соседних регионов. Сыктывкар против Кирова. В общем, я думаю, будет интересный матч. Ну и немало болельщиков приехало в Сыктывкар из Кирова. Собирались на нескольких автобусах. Ожидаем порядка 50 человек на трибунах. Пока, как мы видим, люди подтягиваются. Те, кто не испугался мороза. Сегодня у нас 23-24 градуса ниже нуля. Но разве это погода, разве это преграда для настоящих любителей спорта? Да, наши северные регионы такой погодой, конечно, не напугаешь. И сегодня, думаю, на льду будет жарко, и никто даже не обратит внимания на столбики термометров. Ну, главное, чтобы не было жарко на пресс-конференции после матча. Мы прекрасно помним, чем завершилась предыдущая послематчевая пресс-конференция с участием главных тренеров играющих команд. А привела она, наверное, даже к тому, что сегодня Кировскую Родину на матч выводит новый наставник Дмитрий Черепанов. Пока, конечно, нам в протоколе не указывает он как ИО или уже как полноценный главный тренер, но вот в итоге мы видим плашечку сейчас, он у нас указан главным тренером. Вот, так что будем смотреть, как Родина играет с новым наставником. Да, дела у команды идут не лучшим образом в этом сезоне. Кировчане проиграли абсолютно во всех матчах этого розыгрыша Суперлиги. Ну, Строитель, в общем... Недалеко ушел, да? Да, но хотя бы в очном противостоянии обыграл соперника. Да, было довольно интересно смотреть за обсуждением предыдущей игры в интернете, когда болельщики Сыктывкара по ходу матча писали, что не Кирову же проигрывать, надо у Кирова выигрывать. А когда после игры уже кировчане в своих сетях писали, не Строителю же проигрывать. Так что давайте послушаем сейчас гимны, а потом продолжим рассказ о сегодняшней встрече. Прозвучали гимны, как заметили вы, по флагам России, Республики Коми. Довольно не сильный ветер сегодня у нас в Сыктывкаре. Но это даже хорошо. В противном случае игрокам было бы совсем некомфортно играть в хоккей. Ну и еще, что бросилось в глаза, так это прямо порывы игроков Кировской Родины начать побыстрее матч. Там
нетерпеливо так они стояли в линию, прозвучал гимн России, уже хотели снова на раскатку бежать, но у нас два гимна играет, все-таки Республика Коми по Конституции такое независимое государство, если вдаваться в подробности. Так что чуть-чуть пришлось подождать кировчанам. Ну вот мы сейчас видим, нам показывает Дмитрия Черепанова, с недавнего времени главного тренера Кировской Родины. Конечно, пожелаем ему удачи в текущем сезоне, пожелаем кировчанам, нашим добрым соседям, набрать все-таки очки, но не в сегодняшнем матче. Да, конечно. Мы видим, приветствуют судьи, тренерский штаб и строителя в том числе. Судьи у нас сегодня это Дмитрий Масляев, Нижний Новгород, помощники арбитра Григорий Бабашкин, Ярославль, Дмитрий Сухандеевский, Северодвинск и резервный арбитр Юрий Габов, город Сыктывкар. Да, команды последний настрой перед матчем проводят. Думаю, ожидает нас не только принципиальное, но и очень такое, даже как бы подобрать эпитет, командам, по сути, терять уже нечего, особенно кировчанам, то есть либо сейчас, либо никогда. Либо сейчас, либо на домашнем льду против Казани, наверное, все-таки, да? Там есть, верят все-таки болельщики из Кирова, но можно их понять, что на своем льду против Динамо Казани кировчане могут тоже дать бой, могут отобрать очки, но согласен с вами, да, то, что самый верный шанс был в предыдущем туре, когда команды встречались в Кирове. Ну, сейчас шанс тоже есть, но, конечно, не такой вероятный, как был. Ну и для строителя это шанс обойти Динамо Казань в турнирной таблице. Да, обойти Динамо Казани, надеяться, наверное, даже как раз либо на свои силы в дальнейшем, либо, опять же, на помощь кировчанам, чтобы они набрали очки в матче с той же самой Казани, чтобы строитель остался выше. Ну, смотрим, стартовал у нас матч. Давайте перейдем сразу к составам команд. Они у нас сегодня довольно любопытные. Начнем с хозяев поля. На воротах 20-й номер Максим Шакиров. Максим отстоял и отыграл, простите, и предыдущий матч в Кирове. Воспитанник кировского хоккея с мячом. Тоже многое время провел, играя за родину. И, между прочим, прошлый матч пришелся на его день рождения. Так что Максим своими спасениями и победой сделал себе небольшой подарок на праздник. К счастью, видите, не галстук, не подтяжки, а 3 очка. Полевые игроки: Роман Бояринцев, номер 5, и это тоже воспитанник Кировской школы хоккея с мячом. Иван Кораблин, номер 3, Максим Немцев, номер 44, 77-й капитан команды Сергей Шибонкин, 91-й Никита Свиридов, 37-й Евгений Люхин, и это тоже кировчанин. 8-й номер Артем Лихачев, 23-й номер Максим Зубарев. Стоит ли говорить, из какого города Максим Зубарев, да, Александр? Да, очень много сегодня таких переплетений у нас. Да. 71-й Антон Оппенлендер и нападающий еще один Денис Садаков, номер 93. И откуда вы думали? Правильно. Из славного города на реке Вятка. Да. Вот смотрим, сейчас атака сыктывкарского строителя. И нарушение правил. Здесь, да, сбивает у нас Сергея Антона Оппенлендера. Там 71-й, 77-й номер немножко сливаются у нас. Здесь опасный свободный удар. Сыктывкарский строитель зарабатывает. Смотрим. Да, уже так вот шустро начинает строитель. Удар поворотом. Удар мимо. Но посмотрите, какого качества у нас здесь лед. Прекрасная картинка, прекрасный... В общем, в этом льду все прекрасно. Такие ассоциации с зеркалом возникают. Да, действительно, зеркальный лед. Полностью с вами согласен. Ну, наверное, запасных тоже представим. Сыктывкарского клуба Денис Гударенко, вратарь, Никита Агафонов, полевые игроки Михаил Селедков, Ренат Зигаша, Сергей Елфимов, Александр Ваюшин, Максим Медведь. Довольно, может быть, кого-то удивит отсутствие сразу в основе Михаила Селедкова, автора 2 мячей в ворота Кировского клуба на выезде. Но я думаю, Михаил Селедков — это такой игрок, выходящий результативно на замену в последних встречах. Секретное оружие, ну, хотя, наверное, не очень такое секретное, но все-таки. И вот теперь кировчане уже получают стандарт. Причем с такой же позиции. И такой бьют, же удар, да. И также неудачно. В общем, видно, что команды более-менее равны. И эта игра в Кирове это все доказала. Ну и еще давайте теперь, наверное, сразу по составу Кировской Родины пробежимся. Тем более там тоже есть знакомые нам люди. Не без этого. Ну, давайте сейчас еще один момент. Атака строителя. По флангу идет прорыв. До лицевой практически доходит игрок Сыктывкарского клуба. Мяч на подступ к штрафной. Перехватывает его кировчане. Так вот, 73-й номер вратарь Максим Халявин. Довольно такое неожиданное изменение. Напомню, что в Кирове играл Артем Катаев. Он
в этом сезоне проводит чуть больше матчей, чем его коллега по команде. Полевые игроки: Андрей Могильников, номер 5, номер 19 Павел Чарушин, номер 16 Александр Ронжин, 96 Антон Тихвинский, номер 34 Игорь Леденцов, номер 26 Иван Бойко, номер 3 Антон Рычагов, номер 80 Константин Зубарев, капитан команды, и номер 88 Артем Самойлов. А сейчас мы увидим с вами угловой в исполнении Кировской Родины. Да, Максим Шакиров вступил в игру. Ну, удар был не опасный, поэтому он с ним справился. На Максима Шакирова пришла такая хорошая порция нагрузки в выездной встрече. И можно сказать, что действительно во многом, не во многом, но благодаря его действиям удалось сыктывкарцам победить. Смотрим подачу с углового. Игорь Леденцов делает пас в центр и удар мимо ворот. Вот. Ну и запасные в Родину: Артем Катаев, номер 1 вратарь, и полевые: Кирилл Елсуков, номер 8, Алексей Ланских, номер 13, Илья Кузьмин, 52, Кирилл Бармин, 66, Максим Сергеев, номер 77. Вот, разобрались мы с вами с составом. Ну и напомним, что комментаторами работают на этой игре Алексей Карпов и Александр Шавкун. Вот. Все участники, да, представлены, знакомы, и мы смотрим игру. Надо будет на какой-нибудь игре еще всех операторов представить, которые организовали обязательно на заключительной, я на думаю, да. Поблагодарить их за съемки. Киров атакует, удар, и снова Максим Шакиров в игре. Да. Кстати, если до этого у нас вратари такая ротация была, то Денис Гутаренко, то Максим Шакиров играли в основе, то сегодня вот Павел Франц решил доверить судьбу последнего рубежа снова Максиму, и пока что он не подводит, да? То есть да, уверенно сложился, упал. Намертво зафиксировать мяч не удалось, но угрозу отвел. Ну, к слову, по вратарским линиям, да, есть такой любопытный факт, статистический. И Максим Шакиров, и Денис Гутаренко, второй вратарь сегодня Строителя, и Максим Халявин, основной вратарь Родины, это единственные 3 голкипера в Суперлиге, которые пропускают свыше 6 мячей за матч в этом сезоне. Такая печальная статистика достаточно. Да, но с другой стороны, ведь Сыктывкарский Строитель самая пропускающая команда дивизиона. 117 пропущенных мячей в пассиве, наверное, все-таки Сыктывкарского клуба. А Кировская Родина, с другой стороны, самая не забивающая команда. У Кирова всего лишь 24 мяча в активе. То есть и 105 пропущено. Тоже недалеко ушли кировчане в этом показателе от нас. Вряд ли мы... Простите, 103, конечно, с поправочкой. Вряд ли Сыктывкарский Строитель сегодня выиграет с счетом 14-0, чтобы уравнять эти данные, но нам сегодня любая победа устроит. Я думаю, и кировчан тоже любая победа устроит их команду. Сейчас мы видели дальний такой удар, мимо ворот тоже мяч прошел. Максим Шакиров контролировал ситуацию, проводил мяч взглядом. Ну, отметим, что команды так достаточно активно начали встречу, и уже мы видим удары по воротам, опасные атаки. Ну, в Кирове тоже чуть-чуть в начале встречи активнее выглядел Строитель, но мы прекрасно помним, чем все это обернулось. А обернулось это тем, что Родина после 0-1 смогла еще до перерыва выйти вперед, а потом закрепить свое преимущество. И, наверное, такое героические усилия, прежде всего, и вратаря, и обороны, и Михаила Следкова, забившего 2 прекрасных мяча, позволили сыктывкарцам прервать свою безвыигрышную серию, одержать наконец-то победу и разочаровать кировских болельщиков и уже бывшего главного тренера Кировской Родины Игоря Загоскина. Ну, я думаю, что это последний раз, когда мы о нем упоминаем. Так что у Кирова новый этап в истории, новая страница, новый тренер. И мы уже ему удачи пожелали, но, повторимся, только не сегодня. Сегодня мы переживаем за нашу команду. И прекрасно понимаю, что болельщики из Кирова, которые сейчас у экранов, вряд ли это оценили с лучшей стороны. Да, для болельщиков обеих команд это очень здорово, то, что самый ближайший выезд, по сути, учитывая расстояние, которое в русском хоккее у нас между городами. Да, до Красноярска на автобусе не доехать. Да, здесь буквально за ночь и уже... Да, уже половина ночи, наверное, да. Ну, смотря какая скорость автобуса. Ну, смотрим, еще один угловой. Кировчане довольно тоже неплохо играют на встречных курсах гости. Будет удар. Здесь у нас на добивании пытался хоккеист Родины сыграть. Но пролетает мяч снова мимо рамки.
И Максим Шакиров успокаивает игру, смотрит, куда его вести, куда мяч отправить. Решил отправить на Антона Пинлендера, одного из лидеров сыктывкарского строителя по показателю плюс пас. 7 мячей у Антона забито, 1 голевая передача. Смотрим сейчас атака сыктывкарского клуба, пас с центра, и здесь уже защита предельно внимательно, отбиваются кировчане. Вот. А лучшим по системе гол плюс пас у сыктывкарского клуба является Максим Зубарев, 6 мячей, 11 голевых передач. Денис Судаков 7 плюс 7. У Кирова лидером является Константин Зубарев, 6 плюс 4. Вот момент. Да. Великолепный момент упускает строитель. Была сейчас возможность у сыктывкарцев открыть счет в этой встрече. Но... Сейчас мы посмотрим на повторе, как так не попал игрок сыктывкарцев в створ даже. Ну, что поделать. Я думаю, еще по такой игре, если за первые 9 минут у ворот обеих команд появляется момент, нас сегодня ждет открытый и результативный хоккей. И... Вот, смотрим, да, это как раз Денис Садаков пробивал. Был близок к 8-му мячу. Но дистанция была убойная, немножко непонятно, почему он решил в дальнюю девятку направить мяч. Ну, было бы красиво, если бы забил. С этим, да, не поспоришь. Да. Ну, в общем, как мы и отметили, Денис Садаков, это воспитанник тоже кировской школы. Сразу 5 человек в составе строителя из Кирова. Так что тесная взаимосвязь команд наблюдается. Ну и Евгений Люхин, защитник сыктывкарского клуба, совсем недавно мы с ним общались, признался, что тяжело было выходить в Кирове на домашний уже все-таки для него лед, на лед, на котором он вырос, на котором провел не один десяток, даже, наверное, не одну сотню встреч, если брать и юношеский, и молодежный хоккей. Вот. Чуть-чуть перегорели наши ребята в той встрече. Нашли в себе силы собраться. Ну, стоит еще отметить, конечно, и инцидент, который прошел с Кировской Родиной еще перед встречей с Кемеровским Кузбассом, которая не состоялась, она должна была пройти до домашней игры с строителем. Это когда половина команды оказалась подвергнута отравлению, и 4 человека, это и Зубарев, и Катаев, и Кузьмин, и Елсуков, оказались в инфекционной больнице. И, в принципе, их появление на льду в Кирове мало кто ожидал. Честь и хвала только спортсменам за то, что они продолжают играть. Я думаю, что не все еще последствия того отравления прошли. Не в оптимальной форме хоккеисты. Отличный проход. И да, еще один удар. И я так понимаю, что угловой сейчас будет сыктывкарцы подавать. Это десятка строителя. Михаил Селедков просто прорвался сквозь оборону. Михаил Селедков, мне кажется, нашел своего клиента в Суперлиге. Это Кировская Родина. Сейчас после углового еще один любопытный факт постараемся вам рассказать. Надеюсь, будет повод радостный. Готова сейчас Родина выбежать, встретить грудью этот мяч. Удар, и мяч Гол! летает в сетку ворот. 1-0. Все-таки нашел. Нашел, да, это вспоминаю, как комментатор известного Геннадия Орлова, да, нашел щелочку. Да, как говорил классик. Вот, радуются трибуны сыктывкарские. Здесь есть, мы видим, уже и кировчане есть рядом с болельщиками строителя. Ну, им, конечно, сейчас не до радости. Хотим увидеть повтор, хотим узнать фамилию героя, открывшего счет в этой встрече. На 12-й минуте это у нас Да. произошло. Михаил Селедков. Вот Михаил Селедков нашел своего клиента. Что мы хотели добавить, это то, что в этом сезоне команды встречались 2 раза уже. Первая встреча, последняя встреча была в рамках Суперлиги совсем недавно, завершилась счетом 4-3 в пользу строителя. Дублем отметился Михаил Селедков. Ну и на Кубке страны 21 сентября Родина со строителем сыграли со счетом 3-4, аналогично в пользу сыктывкарского клуба. И там также сделал дубль Михаил Селедков. То есть ждем от Михаила сегодня еще как минимум 1 мяча. Да, ждем и надеемся. А пока мы видели, что первый же стандарт ворот Родины привел к взятию ворот. Так вот, хорошая реализация углового. Вчера удалось, не могу сказать, что посчастливилось, но удалось. Вот еще опасная атака строителя не Здесь проходит, не к сожалению, передачи. Ой, простите, неточный пас. Так вот, удалось побывать на матче Строителя 2 и Волги 2 в рамках высшей лиги. Там хоккеисты Волги 4 угловых реализовали, и все 4 точных передачи дал 33-й номер Ульяновского клуба. 4 голевых ассиста.
Серьезное Лучший игрок достижение. матча. Да, ну, может быть, и строителю сегодня что-то подобное удастся. Не исключено, что и кировчанам. Пока что и угловые в исполнении Родины не приводили к опасным ситуациям таким. А строитель свой угловой реализовал. Родина пока на своей половине. Дальний заброс идет вперед. И здесь предельно сконцентрированы игроки Сыктывкарского клуба. По-прежнему мы видим, что в заявке на матч нет у нас Сергея Филатова, защитника, который после травмы руки не может вернуться в строй. А вот сейчас еще одна атака Сыктывкарского клуба. И здесь мог Денис Садаков быть чуть порасторопнее или наоборот быть чуть неуклюжий защитник, увеличить разницу в счете. Здесь вот 5-й номер Андрей Могильников сыграл на пределе концентрации. Андрей Могильников, между прочим, один из лидеров этого сезона по штрафному времени. Входит в пятерку самых грубых игроков чемпионата. 110 минут уже отсидел Андрей Могильников на скамейке штрафников. Но, будем откровенны, недалеко от него ушел и вот хоккеист под номером 44 Максим Немцев, который был недавно с мячом. 100 минут сыктывкарского защитника тоже входит в десятку самых таких грубиянов нашего дивизиона. Ну и там неподалеку Дмитрий Евтюшин. В прошлом году выступавший за Сыктывкарский клуб, бывший даже капитаном команды, выигравший и поднявший кубок высшей лиги, но вот в этом сезоне вернулся в состав Кировской Родины, родного клуба. Да, вот такие карьерные переплетения у нас. Ну, карьерные переплетения, да, если вот вспоминать, как мы уже говорили, сразу 5 человек играли в составе строителя за Родину. И если вспоминать даже последний сезон до этого сезона, да, когда строитель выступал в Суперлиге, это сезон 9-10 годов, то там Максим Зубарев вместе с Константином Зубаревым играли в составе Родины, были основными игроками. А Максим Зубарев и Константин Зубарев, они братья? Честно, вот, Неизвестно. Александр, я когда готовились к этой игре, не посмотрел этот момент. Может быть, просто однофамильцы. Но я думаю, комментарии в социальных сетях, если мы посмотрим, нам подскажут болельщики, которые действительно владеют этой информацией. Я, честно, признаюсь, что не владею. Ну и в том сезоне даже Евгений Люхин выходил на поле. Правда, в одной встрече, тогда еще слишком было рано ему в Суперлиге проводить большую часть матчей. Но отметился в протоколе, был в Суперлиге того сезона. Сейчас мы видим нарушение правил. Кировчане схвалили. Ну, сейчас, да, Александр специально посмотрел. В сезоне 9-10 годов за Родину играли и Леденцов, и Чарушин, и Байко, и 2 Зубарев, и Лонских. Кстати, Алексей Лонских в 2012 году даже объявлял завершение карьеры. Уходил из спорта, но все-таки вернулся. Сейчас по-прежнему выступает за Кировскую Родину. Но это можно назвать только патриотизмом, любовью к своему клубу, к родному городу. К родине. Любовью к родине, да. Вот как раз показывают болельщиков Кировского клуба. Колоритно выглядит. Ну, на первом плане, на самом деле, болельщик из Сыктывкара, да, там, в норвежской шапочке, в свитере первенства мира по хоккею с мячом, которое проходило в Сыктывкаре в прошлом году среди юниоров до 19 лет. И я сейчас точно вам даже скажу. Я уверен, что точно скажу. Прям вот точно-точно. Да, Кирилл Бармин, 66-й номер из Кирова, 19-летний хоккеист, выступал на том первенстве и в составе сборной России завоевал золотую медаль, равно как и Никита Агафонов, выступающий за Сыктывкарский строитель. Молодежь у Кирова перспективная. Вот. И Артем Самойлов, 88-й номер, даже 4 мяча забил на том чемпионате. Ну и, конечно, вратарь Артем Катаев, который на первенстве мира в Сыктывкаре отыграл в 3 встречах и не пропустил ни одного мяча, включая и решающий матч, в котором сборная России обыграла шведов со счетом 1-0. Такой экскурс в историю.
Приятный экскурс. До сих пор у нас помнят этот турнир. Очень теплые воспоминания о нем. Ну, мы ждем, конечно же, развития ситуации с чемпионата мира 2021 года. Наверное, даже не развитие ситуации, а строительство крытого стадиона в городе Сыктывкар, чтобы принять чемпионат мира 2021 года уже среди взрослых. Я думаю, что это было бы настоящим праздником к столетию Республики Коми, которая будет в 2021 году, ну и настоящим праздником и подарком для всех любителей хоккея с мячом. Я думаю, не только для Сыктывкара, но и вообще с европейской части нашей страны, потому что, согласитесь, и в Архангельске, и в том же Кирове, и в Москве есть, и в Казани, и в Ульяновске. Но гораздо проще добраться до Сыктывкара, чем до условного Хабаровска, Красноярска, Иркутска. Ну или до условного Китая, да, где сейчас прошел недавно чемпионат мира по хоккею с мячом среди женщин. Сборная Швеции выиграла его. Но я думаю, что наши мужчины на стартующем уже совсем скоро чемпионате мира возьмут реванш. А вот сейчас довольно опасный был прострел в штрафную площадку строителя. Вот, и здесь чуть-чуть не хватило точности хоккеистам Родины в завершающей стадии. Уже с мячом строитель. Пытается прорваться по флангу. Максим Зубарев как раз был с мячом, отдавал в центр. И продолжается атака строителя. Точнее, даже не так, уже прессингуют хоккеисты. Родина довольно уверенно из этого прессинга выходит. И пытается сейчас свою атаку организовать. Пока небольшими силами атакуют кировчане. Вот контратака строителя может быть. 2 в 6 это, конечно, не то, что мы хотели увидеть. То есть мы понимаем, что строитель тоже не открывает зону, да, понимает, что может нарваться на контрвыпад гостей. Ну и видите, даже не стали обострять сыктывкарцы, сохранили просто мяч у себя. Игра так потихонечку успокаивается. Ну, сыктывкарцам спешить некуда. Матч еще впереди длинный. Счет комфортный. Если так можно выразиться, про 1-0. Ну и мы помним, что на выезде, точнее в матче в Кирове, Родина устала после 70-й минуты. Довольно сдала и в скорости игры, и в мышлении. И есть шансы. Вот сейчас есть шанс у кировчан. В домик бросал, и Максим Шакиров сомкнул щитки. Да, Максим Шакиров на чеку, но здесь защитник сыктывкарцев как убрал на замахе кировчанин. Как ребенка, да? Ну, так, неприятно хоккее. такое позволять, конечно. Ну, с другой стороны, ложный замах тоже надо уметь показывать и распоряжаться этим. Не самым, конечно, сложным, но все-таки элементом. Вот уже А вот сейчас моменты! Что творят игроки строителя? Надо было забивать. Но справедливости ради и Родине тоже надо было забивать в предыдущем моменте. Вот Михаил Солидков, дальний удар. Неуверенно кировский голкипер отбил мяч. Но мы вспоминаем, да, то есть Максим Халявин, да, молодой парень, у него, если не ошибаюсь, даже просто еще первый разряд, не является таким стражем ворот, который выигрывал у нас в своей карьере там, чемпионат, и даже если по молодежи. Ну, на добивании как не попали, кажется, непонятно. Но сейчас еще атака. И сейчас, да, момент. И здесь снова, здесь Максим Халявин сыграл выше похвал, угол сократил, не дал бросать, скажем, без помех. Да? Напугал хоккеиста строителя. Второй угловой будет подавать строитель. Напомню, с первого сыктывкарцы открыли счет. Вот. Но здесь не удалось пас преградить, и вот Максим Зубарев не переиграл своего тезку. Тяжело было, откровенно признаемся, забить. Здесь надо было, если только вот неотразимо, прям в девяточку с острого угла послать мяч, а нижнюю часть ворот вратарь удар и гол! А вот здесь, да, второй угловой, и второй угловой приносит, чуть ли не сказал, победу. Не забегайте вперед, да, Алексей. Радостные эмоции сыктывкарским хоккеистам. 2-0, 2 угловых, 2 мяча. Ну, остается только похвалить наших хоккеистов и посмотреть, кто становится автором этого удара. Ну, по делу. Несмотря на то, что второй мяч строитель забивает со стандарта, но наиграли. Ну, Родина тоже на один мяч все-таки отыграла. Сейчас нам покажут, кто отличился. Иван Кораблин. В прошлом матче реализовал 12-метровый удар Иван Кораблин. Давно он не подходил к точке. И скажем прямо, что, может быть,
стоило и пораньше, да, то есть в матче с тем же самым, с кем у нас там пенальти-то был 12-метровый, не реализовать. С Динамо Казани, да, в конце, может быть, тогда уже стоило Ивану Кораблину пробовать свои силы. Раньше был он штатным исполнителем 12-метровых в Сыктывкарском клубе. Но вот сейчас угловой, Родина. Да, у нас середина первого тайма, тем временем 2-0 впереди Строитель. И, в общем, по делу. Ну, сейчас кировчане будут иметь шанс отквитать один мяч. Оружием же Строителя. Да, это вторая подача третья, прошу прощения, подача углового Родины. Ну, не попадая здесь, даже, наверное, сознательно по мячу хоккеист, пропускает его на свободного игрока, и здесь удар мимо ворот. Вот, и если возвращаться все-таки к вратарской тематике, к Максиму Халявину, да, то есть молодой парень, перспективно на самом деле, и то, что в Суперлиге там пропускает свыше 6 мячей за матч, это совершенно не показатель, это, наверное, даже больше показатель того, против каких команд выходит Максим Халявин, да, насколько я вот помню, то ли в матче с Енисеем, то ли с СКА Нефтяником он играл с Енисеем, если не ошибаюсь. Вот, и там уж, да, впрочем, что от Енисея, что от СКА Нефтяника довольно трудно много не пропустить. На халяву рассчитывать не приходится. Да. Позвольте скаламбурить. Да. Ну, все, вам сегодня можно все, Александр. При счете 2-0 в пользу Строителя вам можно точно все. Вот, так что у парня все впереди, опыт получает необходимый. Я думаю, что мы увидим его, если в следующем сезоне, если не в составе Кировской Родины, то, наверное, даже в составе какого-нибудь другого клуба Суперлиги. Почему бы и нет? Именно Строители и Родина — это те команды, где у вратарей практика игровая есть в каждой встрече. В избытке. В избытке просто, да. Я думаю, что вратари, наверное, даже бы от некоторых бы, ну, попросили бы себе поменьше нагрузку делать. Возвращаемся к игре. Строитель с мячом переходит в атаку, но не спешит. Да. Строитель ждет третьего углового. Возможно. Самая большая, самая крупная победа Сыктывкарского клуба в матче против Кировской Родины датирована аж далеким уже 93-94 сезоном, когда сыктывкарцы сыграли 8-0 кировчан. Да, бывали и такие времена. А сезоном спустя 7-1 праздновал победу Строитель. Но сейчас досмотрим эту атаку. Будет удар. Удар. Снова не удалось зафиксировать мяч, но здесь удар было был сложно сильный, да. зафиксировать все-таки, да, удар сильный. Отбились просто кировчане. Отметим нацеленность Строителя на ворота. Практически каждую атаку сыктывкарцы стремятся доводить до удара. Ну, и если уже зашли о крупной победе Строителя, то, наверное, все-таки правильно будет вспомнить и самые крупные виктории кировского хоккея. Это сезон 2006-2007 годов, когда кировчане, даже так тяжело говорить этот счет, дважды выиграли у Строителя со счетом 12-3 и 11-1. То есть довольно не самые приятные ассоциации об тех встречах остались у нас, у сыктывкарских любителей хоккея с мячом, у болельщиков. Но я думаю, что сегодня вряд ли Кировская Родина выиграет там 12-3 по такой игре. По такой игре кировчанам даже, наверное, ничья пока не светит. Я думаю, что, конечно, кто-то с нами может не согласиться. Кто-то у экранов из Кирова. Но, с другой стороны, в этом сезоне Строитель нас приучил уже к тому, что ни в коем случае нельзя забегать вперед, особенно в первом тайме. Да, Строитель приучил к тому, что даже 5-1 после первого тайма — это, в общем, не показатель того, что команда выиграет. Или избежит крупного поражения. Ну, даже так, да. Там 5-9, насколько я помню, завершился тот матч с Кузбассом. Поэтому расслабляться нельзя. И этого мы и желаем команде Павла Франца. Но расслабляться нельзя, и мы опять же видим, что кировская команда чуть даже скамейка запасных покороче. То есть означает ли это, что силы гостей покинут чуть раньше? Посмотрим. Нас ждет еще сколько там? 63 минуты интересного хоккея с мячом. Да, Строитель держит мяч на своей половине поля.
выманивает, да, наверное? Да, всё-таки очень соперника. похоже на то. Сейчас кировской родине, конечно, нужно раскрываться, идти вперед. Ну, пока Родина не бросается на амбразуру, да, играет предельно осторожно. Ну, сейчас удалось отобрать мяч, там защитник Карсов ошибся, и кировчане вот так неожиданно получили подарок от своих соперников. И довольно легко проходят по флангу. Ну, но там не стали фалить, а И вот вот здесь удар. даже удар, да. И Максим Шакиров забирает мяч. Очень много положительных отзывов он отставил своей игрой в предыдущем туре. Так что я думаю, что закрепится в Сыктывкарском Строителе и на следующий сезон вратарь. Здесь удаление в составе Родины. Первое удаление на 10 минут. Кировчане останутся в меньшинстве. Это, конечно, не хоккей с шайбой. Здесь такие преимущества трудно реализовать. Ну, мы сейчас смотрим как раз за повтором опасного момента. Здесь усложняло ситуацию Максиму Шакирову то, что мяча практически не было видно. Вылетал он из гущи игроков. Можно даже сказать, что с одной стороны повезло, что попал прямо в вратаря, а с другой стороны Максим выбрал правильную позицию. Павел Чарушин, да, 19 номер удален в составе Родины. Тоже опытный игрок. 32 года ему. Тоже воспитанник Кировской школы хоккея с мячом. Выступал помимо Родины еще и за «Динамо Казань». Здесь остановка в игре. И... повреждение, похоже, получил Сыктывкарец. Небольшое, Да, ну, будем надеяться. тут, наверное, больше повреждений получил Бортик. И мы видим, как готовится выйти на замену Александр Ваюшин. Бортовик Сыктывкарского Строителя. Человек, который своей энергией, своей скоростью заряжает всю команду, ведет за собой партнеров. Но травма глаза получена еще в матче против Зорку, там 4-й, по-моему, тур это был. Вывела его из строя на 2 месяца, и вот с начала января только Александр снова приступил к тренировкам. Ждали его возвращения и ждем, как и появления в стане команды Сергея Филатова и нападающего Владимира Власюка. У них травма руки, у Власюка травма пальца. Со дня на день должен приступить к занятиям. Но я думаю, что пауза, которая будет связана с чемпионатом мира по хоккею с мячом, Строителю пойдет на пользу. Во-первых, несколько матчей уже сыктывкарцы лидеры играют практически без замен. Надо и отдохнуть, и восстановиться и морально, и физически. Ну и травмы, да. Соответственно, травмированные игроки должны за этот период вернуться в команду. Подсказывает Дмитрий Черепанов своим хоккеистам активно. Не все устраивает наставника в игре Кировской Родины. Ну, по счету на табло это можно предположить, да? Можно понять специалиста. Да. Вот здесь мы видим, у нас Максим Медведь шел в прорыв. Как раз Максим Медведь отыграл один матч за вышку против Шор, против Волги-2. Довольно неплохое впечатление себя оставил. Ну, там, в принципе, все наши ребята из основы показали себя с лучшей стороны. Там, в первой встрече, которую Волга выиграла с счетом 6-4, Сергей Елфимов хитрик успел оформить за один тайм. Причем 2 мяча после угловых как раз, 1 мяч дальним ударом. Сегодня Сергей Елфимов в запасе. Но у нас удаление. Удаление в составе Строителя. И составы в ближайшие несколько минут будут равны. Кто покидает лед? Ну, сейчас мы увидим, да, покажут. кто у нас покинул. Денис Садаков Да, удален. за подножку. Пришел к нам Строитель из финского Акилиса. А до этого выступал, собственно, за родину. Наверное, многие хотели его увидеть в своей родной команде, но Денис выбрал вариант с продолжением карьеры именно Строителя.
Ну и я думаю, что своей статистикой, своими передачами, забитыми мячами Денис уже влюбил в себя публику сыктывкарскую. Довольно требовательную, я скажу вам, да, и разбирающийся в хоккее с мячом не хуже экспертов. 34-я минута матча, и немножко успокоилась игра. Да, не рискуют ни те, ни другие. И если сыктывкарцев можно понять, им, в общем-то, все устраивает, то вот кировчанам, наверное, конечно, стоит активизироваться. Может быть, во втором тайме что-то изменится в рисунке игры. Пока что мы видели опасный проход по флангу сыктывкарцев. И вот 16 номере Александр Ронжин выводит мяч в центр поля. Перепасовка с партнером. 26 номер с мячом. И удар! Максим Шакиров прыгал за этим мячом, но мимо. Неплохо вышли в атаку кировчане. И и точные Иван передачи, Бойко, и да, удар там? поворотом. Иван Бойко, если не ошибаюсь, это бил, 26 номер. Могут себе этот момент записать в актив гости. Да, причем хороший проход получился по центру, перепасовочка такая быстрая, такой спартаковский футбольный стиль. Вот мы сейчас увидим повтор, да, Иван Бойко вот с мячом. Это уже завершающая стадия, и довольно близко со штангой этот мяч пролетел. И не факт, что Максим Шакиров бы отразил его. Видим жесткое нарушение правил. Да, это на Михаиле Селедкове кировчане нарушают правила. И еще одно удаление. Еще одно удаление в матче. Да, вот так вот полчаса без удалений и 3 подряд штрафа. Второй для игрока Родины. Ну, сейчас на самом деле Сыктывкарскому вот Кирилл Елсуков удален, да, защитник нам показывает режиссер трансляции. А Сыктывкарскому клубу сейчас бы неплохо бы забить третий мяч и, наверное, со спокойной совестью уходить на перерыв там, при комфортных 3-0. 2 мяча еще и в Кирове показали, что ничего не значит. И преимущество 2 мяча можно упустить за полтайма и проиграть. Ну, матч с Кузбассом мы вообще вспоминали не раз. Ни в одной своей трансляции. К сожалению. Да, такой отпечаток остался. С другой стороны, для многих болельщиков отпечаток остался и по первому тайму, который встречи выиграл 5-1, показав, наверное, лучшую свою игру в этом сезоне. Ну, вот сегодняшний первый тайм тоже такой хороший претендент на это звание. Да, строитель держит мяч на своей половине поля. Уверенно, да. Так. Как будто бы мы видим не игру строителя, там, Красноярский Енисей выигрывает там 10-0 у очередного соперника, да, и контролирует мяч. Неплохой Вот Максим проход. Зубарев точно так же, да, в стиле Енисея проходит. Даром, что не удалось там на пустые ворота какого-нибудь из партнера вывести, что там просто легкое касание клюшкой и очередной гол. Тяжело Родина переходит в атаку и теряет мяч. Да. Не лучшая атака в исполнении Кирова. Сыктывкарцы держат мяч на фланге. Прострел. Показался таким невозмутимым на дальнем плане сейчас фотограф. Смотрел за очередной атакой строителя с таким спокойным взглядом, провожая. И... По-прежнему контролируют мяч сыктывкарцы. Кировчане не прессингуют. Мы видим это. Это как-то скорее обозначают прессинг. И поэтому так вот игра и проходит в невысоком темпе. Раз мы вспомним, кстати, про Енисей, стоит отметить, что сегодня красноярцы проиграли свой матч с Нефтянику на выезде. Вот мы сейчас видим, как поскользнулся Кировский Европ на ровном месте. Забавно было. Да. Вот, 3-5 сегодня Енисей проиграл Хабаровский с Нефтянику. Динамо Москва со стартом разошлись в боевой ничьей 7-7. Причем после первого тайма было 3-3, во втором тайме 4-4. Блестяще. Волга проиграла на своем поле Сипсельмашу 3-5. А Байкал Энергия обыграл Кузбасс 4-1. То есть мы видим, в каждой встрече была борьба. В каждой встрече были забитые мячи с обеих сторон. И кировчане сейчас пока выбиваются из этой массы, да, из этой общей... Не забив пока ни одного мяча. Да, я думаю, все впереди. То есть Сыктывкарский строитель — это не та команда, которая в этом сезоне играет на 0.
Ну, хотя, да, прошу прощения, с Зорким. Зорким 3-0 ведь выиграл Сыктывкарский клуб. А не 3-1. По-моему, 3-0. 3-0 было, да, 3-0. Что вы, Александр? 3-0, сухая победа была. Вы сейчас, Александр, меня самого заставили задуматься. Я думаю, что интернет сейчас в ближайшее время даст нам ответ. Да, возможно, и 3-1. То есть сейчас на кону вопрос, был ли сухарь или нет. Но тогда точно был на воротах Денис Гутаренко. У Максима Шакирова точно не было ни одного сухого матча. Да, я уточнил 3-1. 3-1. Ну, Все-таки. видите, даже в победном матче против Зоркова на своем поле сыктывкарцы не отстояли свои ворота. Да, это на Неприкосновенности. этот момент пока единственная победа домашняя Да. сыктывкарцев, и мы рассчитываем, что сегодня будет вторая. И было бы неплохо сухой ее сделать. Ну и Максим Шакиров, я думаю, уверен, приложит все усилия к этому. Вот. Ну, подходит у нас потихоньку к концу первый тайм. Видим, сейчас еще одна атака сыктывкарского клуба. Здесь довольно плотно встречали кировчане. Вот, а в перерыве нас, точнее болельщиков, не нас с вами, конечно, а болельщиков, нас с трибунок ждут конкурсы среди болельщиков. Главный приз — шуруповерт от сети магазинов «Инструмент». Так что есть еще у кого-то минута, даже не минута, а минут 6, чтобы прибежать на трибуны, принять участие в конкурсе. И кто знает, может быть, замечательный шуруповерт будет ваш. Может, вам нужно в ближайшее время делать ремонт. Да, неплохой такой приятный бонус для болельщиков, которые в этот мороз приходят на трибуны. Помимо хоккея в исполнении любимой команды строителя, они еще и могут полезную в быту вещь получить. Ну, в целом, настоящий мужской подарок. Ну, и играть сегодня тоже радует. Да? То есть кого-то... Ожидает двойной подарок. Да. Может быть, и тройной сейчас строитель забьет с третьего углового, кто знает. Да, напомним, первые два завершились взятием ворот. Ну, вот не в этот раз. Не в этот раз мяч мимо ворот пролетел. И смотрите, быстро так Максим Халявин вводит мяч в игру, бросает своего полузащитника в атаку. Это третий номер, это Антон Рычагов. Потерял Антон мяч, к сожалению, для кировчан. Звучит судейский свисток, мы видим нарушение правил. К слову, Рычагов является одним из авторов мячей в кировском противостоянии, скажем так. И вполне будут у него шансы сегодня тоже пополнить свой голевой счет. Строитель с мячом начинает очередную атаку. Здесь передача прошла, на удивление, да, там был близок защитник Кирова к тому, чтобы перехватить мяч, а в итоге угловой еще один в исполнении строителя мы сейчас увидим. Да, в составе Родины удаления Кирилл Бармин покинул лед за удар соперника клюшкой. Ну, тот самый вот молодой игрок, победитель первенства мира, как я уже вспоминал сегодня, показывает. Ну, правда, фотографию могли, наверное, поудачнее найти. Знаете, я думаю, это фотография с сайта Федерации хоккея с мячом. По ней просто возникают вопросы слова «молодой игрок». Да нет, там, как по мне, он слишком молодой по этой фотографии. Строитель с мячом. Он похож на молодого игрока, проснувшегося 1 января, да? Вот сейчас очень Какой красивый момент был. Да, да, это момент для фотографа, как говорилось, для газеты «Советский спорт». Да, Никита Свиридов сейчас пожонглировал мячом. Ну и Максим Халявин, прекрасно. Прыжок, грация. Давайте смотрим повтор, да. Оба. Да, прекрасно. В этом моменте было прекрасно все. А сейчас гол мы видим. Да, ну мы, конечно, увидели... Да, только завершение. Да, только завершение атаки, но 3-0. Сыктывкарский строитель не оставляет в первом тайме шансов гостям из Кирова. Поздравления принимает Антон Опенлендер. Вероятно, он отличился. Мы здесь видим, как грациозно катился хоккеист Сыктывкарского клуба, а потом не менее грациозно залетел мяч в ворота. Да, и Родина начинает мяч вводить в игру с центра поля. Показывает, да, режиссер, что Антон Опенлендер действительно стал автором этого мяча. Ну и первый мяч с игры сегодня строитель забивает. Да. 8-й мяч Антона в сезоне, и он становится лучшим снайпером Сыктывкарского клуба.
при этом будучи защитником. Полузащитник. Да, прошу прощения. Да, полузащитник. Может быть, конечно, оборонительного плана, но все-таки в центре поля играет Антон. Реализовал строитель большинство, кстати. И Кирилл Елсуков досрочно вернулся на лед. Я думаю, он бы с радостью променял эти несколько минут на поле на счет 2-0. Сейчас еще один момент. Тут Максим Зубарев. Пас в штрафную! Гол! 4-0. Ну, здесь никто не мешал. В общем, было сложно промахнуться. Даже, Так, я думаю, мы с вами, Алексей, реализовали бы такой момент. Насчет вас я не сомневаюсь, а насчет себя есть такие все-таки неуверенность, есть сомнения. Ну, Максим Зубарев как от манекенов ушел, да, здесь прошходы такой, точный пас, и 71-й, да, опять Антон Оппенлендер это забивает. Да, мяч. замкнул дальнюю штангу Дубль нашего полузащитника. в течение пары минут. Да. А если бы Родина бы еще времени тянула там, да, когда мяч вводили в игру, то и в течение минут дубль был бы оформлен. Единственный минус Александра при всем при том в таком счете к большому перерыву, это то, что, наверное, несколько болельщиков из Кирова уже отклеились от нашей трансляции. Ну, зная строитель в этом сезоне, я бы не советовал никому считать, что дело сделано, интриги в матче нет, и можно идти заниматься своими делами. Мне кажется, во втором тайме мы еще увидим борьбу. Ну, в конце концов, воскресенье, довольно морозная погода, я думаю, что в Кирово не намного теплее, чем в Сыктывкаре. Зачем заниматься своими делами? Оставайтесь с нами, смотрите хоккей, тем более сейчас Родина была близка. Не удалось вот пробить. что вот это было, да? Да, там же какой-то даже не бейсбольный прием. Там, да, там, если нам покажут повтор того, что сейчас проходил в штрафной, там игрок Родины там чуть ли не клюшкой. Как мячом размахивал, по сути. Да, да. Как биты, да. В 90-е. Суровые. Да, там довольно интересный был момент, наверное. И звучит свисток на перерыв. На перерыв ли? На перерыв. Просто показалось, что для меня первый тайм пролетел молниеносно, и я так думал, что это еще играть и играть. Но да, 4-0. Первый тайм завершен, 4-0. Сыктывкарский строитель впереди. Но это здорово. Да, уверенно по игре, в общем, строитель реализует свои моменты, не позволяет гостям создавать много моментов. Ну, Киров тоже в атаке что-то показал в первом тайме, были шансы, но либо Максим Шакиров выручил, либо сами кировчане не смогли отличиться. Ну, а мы уходим на перерыв вместе с хоккеистами и увидимся через минут 15. Оставайтесь с нами. Я что-то не вкушаю.
В торговых центрах «Инструмент» половину стоимости товаров просто дарят бонусами для стопроцентной оплаты следующей покупки. А еще сотни товаров по супер ценам. Ждем вас на Сысольском шоссе 29/10 и Первомайской 20.
Снегопады. Все еще с замиранием сердца ждете ближайшие снегопады? Приходите в торговые центры «Инструмент», и вам обязательно подберут снегоуборщик, мотобуксировщик и даже снегоход. А еще вы получите 10% бонусов для 100% оплаты следующие покупки на Сысольском шоссе 29/10 и Первомайском. Настоящий снегоуборщик «Прораб», 5,5 лошадиных сил, захват 53 сантиметра, всего за 19 900 рублей. Уже в торговых центрах «Инструмент» на Сысольском шоссе 2. Баланс составляем этот, да? Итак, продолжаем трансляцию из Сыктывкара. Сыктывкарский строитель после первого тайма выигрывает у Кировской Родины довольно уверенно, комфортно, со счетом 4-0. Да, мы видим, уже на стадионе зажигается освещение, смеркается у нас в столице Коми. Но для строителя пока все довольно солнечно, празднично и благополучно. Ну и такой романтичный свет сейчас, да. Можно, например, было бы пригласить какую-нибудь девушку погулять на хоккей с мячом. Почему бы и нет? Да, потом еще весь вечер впереди. Вечер выходного дня. Эх, Александр, вы у нас ловелас, оказывается. А в Сыктывкаре всегда есть куда сходить. Ну, это да. Ну, в общем, отвлеклись мы. Если коротко резюмировать первый тайм, то отметим, что преимущество строителя в счете заслуженное. Команда Павла Франца создала больше голевых моментов, активно атаковала. Кировчане были отрезками активны, что-то у них удалось создать, но Максим Шакиров выручил. Игра кировчан в первом тайме напоминает вот тех ребят, которые сейчас на картинке с мячом воюют. Например, такие же были попытки у Кирова организовать атаки. Не в обиду, конечно, гостям, но действительно мы ожидали от них чего-то более интересного, более открытого хоккея, более упорной борьбы и, может быть, даже местами более жесткой. Ну, если говорить о статистике, в первом тайме Киров заработал 30 минут штрафного времени, строитель 10. По угловым минимальное преимущество сыктывкарцев 4-3. 1 свободный удар бил строитель, 0 свободных ударов у кировчан. Ну и дважды Родина попадала в положение вне игры. Сыктывкарцы 1 раз. Ну, игра такая не изобилует быстрыми и острыми атаками, да, чтобы ребята хоккеисты забегали вне игры, чтобы открывались там на линии с последним защитником. Так что показатель по количеству офсайдов здесь красноречив. Ну, видим, наконец-то у нас выкатываются хоккеисты, игроки-строители сейчас в центре внимания наших любимых операторов. Да, добавим, что по данным официального протокола на матче присутствуют 700 зрителей. Ну, они сейчас греются, поэтому не стоит обращать внимание на трибуны, да, там люди сейчас еще подойдут из-под трибунных помещений, с основного корпуса нашего республиканского стадиона. Там кофе-автоматы. Да, есть такое довольно нормальное заведение общепита. обязательный атрибут для такого морозного дня, как сегодня. Для такого морозного дня есть и другой обязательный атрибут, но о нем в эфире говорить не будем. Что еще по первому тайму стоит отметить?
Дубль Антона Пенлендер оформил, и еще дважды сыктывкарцы отличались после подачи угловых. Это Михаил Селедков и Иван Кораблин. Поражали ворота Родины. Ну, а сейчас мяч в центре поля, и кировская Родина готова дать старт второму тайму. Надеемся, что тайм будет не менее, а даже, наоборот, более результативным, чем первый. Во всяком случае, это украсило бы сегодняшний поединок. Ну и ждем борьбы. На самом деле, ждем борьбы. Кировчанам нужно отыгрываться, хотя бы забивать мяч, а еще лучше мячи, престижа. Вот, так что посмотрим, увидим, прокомментируем. Да, дождемся. не забываем про принципиальность этого противостояния команд из двух соседних регионов, команд, которые сейчас занимают предпоследние и последние места в турнирной таблице. Ну и плюс такая группа кировских игроков выступает за «Строитель». Это тоже накладывает свой отпечаток. Да, сегодня кировские игроки, выступающие за Сыктывкар, играют против кировских игроков, выступающих за Киров. Ну, смотрим, Родина атакует. И с нарушения правил начинается второй тайм. Сыктывкарцы фалят. На 26-м номере, на том же Иване Бойко, который довольно неплохо проходил. До ворот далеко, но рискуют. Кировчане бьют. Максим Шакиров старался, планировал уже, видимо, броситься за мячом в угол, но вовремя увидел, что летит мимо ворот снаряд, и так, как Мишка косолапый, завалился на бочок и распластался на льду, проводил мяч взглядом. Сейчас снова Киров с мячом. Прорыв по флангу, такой вялый. Ну, угловой. Да, удалось заработать угловой кировчанам. Для интриги сегодняшнего матча, конечно, нужен сейчас мяч Родине от стартовом отрезке второго тайма, чтобы матч смотрелся еще более интересно, был зрелищным. И, мы ни в коем случае не желаем «Строителю» пропустить. Но в плане интриги, собственно говоря. Да, смотрим угловой. Родина подает. И прямо в Максима Шакирова мяч, по-моему, прилетел. Он даже не ожидал этого, да, так, но грамотно выбрал позицию. Голкипер быстро скинул мяч и уже устремляется сыктывкарский клуб в атаку, доходит до лицевой. Там нужно было пытаться, наверное, головой заработать. Свободный удар. Ну и со своей задачей игрок «Строителя» справился, и угловой теперь уже сыктывкарский клуб будет подавать с того же фланга, с углового флажка ближнего к трибунам. Технический онлайн нам сообщает, что в перерыве произошла замена вратаря у Родины. На поле появился Артем Катаев. Первый номер. Ну, вот сейчас отсюда, честно, не видно номера голкипера, стража ворот Родины, но я думаю, нам увидим. Нет оснований не доверять техническому онлайну. Тоже есть правда в ваших словах. Надеюсь, наши режиссеры тоже обратят на это внимание сейчас. Пока они обращают внимание на нарушение правил со стороны сыктывкарского клуба. Оказался на льду Антон Рычагов, и Родина будет свободный удар разыгрывать до ворот. Такая солидная дистанция. Нарушил правила Евгений Леухин. Так, не грубо, но спалил. Уложил, можно сказать, на лед. По-приятельски своего оппонента. Разыгрывает мяч кировчане и сразу переводит его на фланг. Заход в штрафную. И здесь возле вратаря, возле владения Максима Шакирова была борьба за мяч. Ничем не завершилась эта атака. Но довольно опасно. Мы видим все-таки, да, что Родина идет в атаку, старается. И вот как раз Евгений Люхин и ударили в самом моменте. Оценил судья это нарушение правил в 10 минут штрафного времени. Прямо как оценка, как в фигурном катании, да? Хотя казалось на первый взгляд, что ничего серьезного там не было. Ну, нарушение есть нарушение. И я думаю, 4-0 позволяет нам довольно комфортно чувствовать себя на льду. И даже в меньшинстве. С другой стороны,
мы помним предыдущий матч Строителя, когда вот этот отрезок в начале второго тайма, наша команда проводила довольно неудачно. Много пропускала и просто пачками порой. Ну, даже в Кирове, да, Строитель пропустил в стартовых минутах второго тайма. Поэтому мы внимательно смотрим, что сейчас происходит на льду, пока Строитель не повторяет предыдущие вот эти вот ошибки. Ну, тут пока Родина Ну, и дает Родина, да. Строителю дать угловой. Причем на ровном месте подарили кировчане стандарт своим соперникам. 50-я минута, угловой Строитель. И Артем Лихачев мы видим, и Денис Садаков готовы пробить. И в итоге Удар. Денис пробивает. Здесь вратарь, да, Артем Катаев играет. Мы уже видим первый номер, действительно. Вот уже заставили его потрудиться. Ну, без труда не вытащишь и мячик из ворот. Хотелось бы, чтобы и Артем сегодня не ушел, скажем так, не распечатанным. Ну, вообще, в принципе, пусть забивается больше мячей. Пусть и Строитель забивает, и Родина забивает, и 10-8 пусть играет. Ну, говоря о замене голкипера, вот сейчас атака Кирова, досмотрим ее. Удар, не проходит мяч. Да, не доходит до вратаря. Говоря о замене голкипера в Кировской Родине, все-таки, признаемся, что Максим Халявин не виноват в пропущенных мячах. То есть, если, возможно, после углового, когда Иван Кораблин там пробил между ног, в домик попал, то в остальных, в общем, случаях сыктывкарцы били с убойных позиций. Вот сейчас опасно, да, проходил, пытался дорваться до ворот кировчанин, но последнего защитника не удалось обыграть, а здесь уже Максим Зубарев накатывает круги, пытается найти передачи, даже находит Дениса Садакова. Обострить не удалось. Мяч все равно у сыктывкарцев сейчас останется. Будет аут. Да. Сергей Шибонкин возле мяча. Ну и назад откатывает его. Сыктывкарцы владеет мячом. Тоже не повышают темп игры. Но они, Строители, в этом таком довольно медленном, спокойном темпе смог 2 мяча под занавес первого тайма забить. Если зачем искать добра, еще большего добра. Да, Строитель контролирует мяч на своей половине поля. Начинает очередную атаку. Ну, а пока проходит, и вот надо было убегать. Убегать надо по флангу, и успевает догнать мяч. Михаил Середков, это 10-й номер. Злой гений Кировской Родины. Может быть и добрый, может и не гений. Но, по крайней мере, ворота Родины он стабильно поражает. Да, здесь неточная передача кировчан, и от досады хоккеист гостей Крюшка Бертпальдова. Вот Здесь прессинг. опасно! И что? Где мяч-то? Забивается, взлетает мяч, да, и судья показывает на центр поля. 4-1. Но здесь грубейшая ошибка обороны Сыктывкарского Строителя. На ровном месте подарили мяч к гостям. Там Максим Шакиров всеми правдами, неправдами, не знаю, там уже пытался преградить мяч путь мячу в ворота, но с какого-то там с третьей, наверное, попытки добивания Родина открыла счет с забитым мячом для себя. Ну и отметим прессинг удачный кировчан. В первом тайме они фактически так не прижимали Строитель к воротам. Ну это Дмитрий Евтюшин. Дмитрий Евтюшин забивает мяч в Да, ворота. своему бывшему клубу. С другой стороны, понятное дело, что для Дмитрия Евтюшина Родина — это самый, что ни есть, родной клуб. А сейчас на ровном месте Строитель дарит угловой Родине. И вот здесь уже... Боязно так. Да, ну, так сказать, есть опасения. Есть опасения. Ну что, если сейчас Родина, не дай бог, забьют, ну, мимо ворот мяч пролетает, то в Родине один мяч, и она почувствует уверенность, почувствует, так скажем, вкус крови. Ну, прибавили гости в агрессии, вот именно в стартовые минуты второго тайма. И тайм-аут, да, я так понимаю, берет Павел Франц. Уходит Строитель, уходит команда со льда. Да, логичное решение.
в предыдущих матчах как раз, возможно, его и не хватало, этого тайм-аута, когда Соперник, да, перехватывал инициативу. И возникало чувство, что строитель немножко Нервничает. Да, волнуется, нервничает. В матче со Стартом, например, не хватало тайм-аута, да, который строитель вел большую часть на равных, а в итоге сильно и психологически, и физически подсел в середине второго тайма и довольно крупно проиграл. И с Кузбассом, наверное, в том самом матче нужен был тайм-аут раньше. Даже еще при 5-3 тогда, наверное, можно было брать его там при 5-2. Ну, при 5-3-то уж точно. Вот. Здесь, мне кажется, вовремя взял Павел Яковлевич перерыв. И игра продолжается. Да, первые 10 минут сыграно во втором тайме. И пока вот этот отрезок за Родиной. Ну, у Родины это шанс все-таки. Можно с сыктывкарским строителем играть. Можно даже попытаться отобрать очки. Если судить с нейтральной стороны. Да. Сейчас Киров был в атаке, но мяч потерял. И строитель. Вот Евгений Ильюхин с мячом был. Максим Зубарев. Вот такая кировская связка. Проход опасно идет. И где мяч? А где мяч? 12-метровый. 12-метровый сейчас будет в игре назначен. Да, не совсем удобный ракурс был у камеры нашей. Да, не видели мы, к сожалению, в чем было нарушение правил. Но мы верим, что оно было. Да, у нас нет оснований не доверять судье. Да. Хотя кировчане спорят и даже удаление Ну, вот получают. сейчас вот будет повтор с общего плана. Да, сбивают хоккеиста Сыктывкарского клуба. И 12-метровый. Уже интересно даже, кто будет бить. Там Иван Кораблин, Михаил Цветков. Да, напомним, Никита именно Свиридов. точный удар с 12 метров принес победу строителю Ну, в Кирове. там принес победу Михаил Цветков. Все-таки, да, при 3-3. 12-метровый сравнял счет. Да, прошу Да. прощения. Ну, Иван Кораблин. Иван Кораблин против Артема Катаева. Давай, Ванечка. И Ванечка дал. Дал жару. Плюшечка просто страшная. Да, 5-1. великолепный удар. Не берущийся просто для голкипера гостей. Может быть, если он был бы дядей Степой, там, 2-метровым, а может, 3-метровым великаном, гигантом с большими руками, он бы этот удар отбил. Но смотрим, этот повтор по центру ворот, но прямо вот под перекладину. И может только посочувствовать вратарю Размочили Родины. Максима Катаева. Да, 1-1. Артема Катаева, прошу прощения. 1-1 во втором тайме. Ну и Родина продолжает атаковать. Ну и, в принципе, и можно Сразу понять. же Кировчан еще моментище просто. Набирает Довольно. обороты игра. Ну, такую игру намного лучше и приятнее смотреть, чем то, что мы видели в конце первого Да, тайма. мы ждали, Даже, конечно, такого матча. Такого даже с хоккея. учетом того, что там Стрейчель забил дважды, но вот этого мы хотели видеть с первых минут. И на первых минутах такая игра и была. Ну, вот сейчас ждем жары во втором тайме. Вот сейчас момент, еще одно, казалось, нарушение правил. Да, за прошлое нарушение Дмитрий Евтюшин удален. Он Стали уже Родины. вышел на поле, соответственно, после Да. 12-метрового. Дмитрий Евтюшин пока во втором тайме самый заметный персонаж. Забил, удалился, вышел на поле обратно. Здесь, да, все-таки было нарушение, с нами согласны арбитры. Прислушивайся к нашему мнению. И свободный удар сыктывкарские строители. Видимо, мяч куда-то не туда полетел. И свободный удар еще у строителя будет. Евгений Ильюхин наш, если можно выразить, атакующий защитник. Человек, который регулярно подключается к атакам. Периодически даже выходит на ударную позицию. Есть его активнее пара мячей в этом сезоне. Довольно хорошее впечатление Евгений производит. И я думаю, что если все будет в порядке у нас, то на следующий сезон должен остаться
в составе Сыктывкарского клуба, если не позовут в другой клуб, конечно, который будет претендовать на более высокие места в турнирной таблице. Сейчас нарушение правил На не Артеме было. Самойлове, да, вот Или показал, да нет, все-таки было. Вот Да, здесь. все-таки усмотрел судья здесь фол. Вот Леденцов у нас, Игорь с мячом. Игорь Леденцов на матче как раз на Кубок страны в сентябре трижды поразил ворота Строителя. Но в этом матче пока что далек от голевых свершений. Снова звучит судейский свисток. Строитель будет вводить мяч в игру. Ну что, Алексей, можно сказать, что тайм-аут этот, взятый командой Павла Франца, пошел на пользу? Ну, абсолютно. И тут Строитель выровнял снова игру. Начинает обострять. Организует опасные атаки. Но, с другой стороны, Родина все равно свой порыв не сбавила. И мы только сейчас, скажем, усилили градус игры. И болельщики тоже на трибунах активны. Мы Здесь слышим их. достается хоккеисту, капитану команды «Строитель» Сергею Шибонкину по рукам клюшкой. Понятное дело, что не хотел кировчанин причинять травму сопернику, но так получилось. Здесь Никита Свиридов. Проход по центру, и 19-й номер Родины Павел Чарушин прерывает эту атаку. Если бы не Павел Чарушин, там выход 1 в 1 светил гостям. Спокойно здесь мяч берут под контроль сыктывкарцы. Ну, все это пока на своей половине. Вот сейчас опасно вот такие круги перед своей штрафной, перед вратарем. Мы уже один такой круг уже увидели, который привел к взятию ворот Строителя. Ну и да, отметим то, что снова мы не видим сухой матч в исполнении Сыктывкарского клуба. Да, даже самая худшая атака этого сезона Суперлиги сумела пробить Строитель. Ну, с другой стороны, опять же, хоккей с мячом — это тот вид спорта, где мячи забиваются часто и по многу. Так что ничего неожиданного в этом, наверное, все же нет. Здесь оказывается на льду Леденцов снова. И свободный удар должен быть в этом моменте. Снова до ворот солидное расстояние. Ну да нет, даже не было свободного. Вот видите. Не хочу сказать, что мы выдавали желаемое за действительное, да. Ну, по крайней мере, так показалось. — 63-я минута. Вот последние пару минут игра опять-таки решила успокоиться. И показалось нам, что ожидает нас веселая бесшабашная рубка, но нет. Вот последние пару минут скорость чуть-чуть утихла. Возможно, копят силы хоккеисты на последние минуты. Ну, с стороны, опять же, зачем копить? Да, возможно, уже будет сейчас поздно. впереди пауза в чемпионате, и можно полностью выплеснуться, отдать себя целиком игре, забить как можно больше мячей, порадовать болельщиков красивой игрой, ну и потом идти на заслуженную. Не отдых, конечно, все равно тренировки будут продолжаться. Вот а Киров вот сейчас, атакует. да, мяч чудом, наверное, не оказывается И в там, воротах. насколько мне было видно, 37-й номер Евгений Леухин. Сыктывкарцев, да, с Евгений линии Леухин. ворот буквально выбил мяч ногой. Ну или, возможно, в конек ему мяч попал. Сейчас вот нам операторы наши показывают это. Здесь не Сложно разобрать было увидеть, но прежде всего довольно скоростной просто эпизод был, такой интенсивный. А здесь нарушение правил со стороны Родины. Здесь без И удаления. клюшку сломали. Без удаления, по-моему. Тут нет синей карточки в руках арбитра. Спорный мяч, да? И, видимо, тайм-аут от Родины сейчас будет, да?
Да, тайм-аут еще один. Это означает, что у нас 3 минуты должно быть добавлено к основному времени встречи. Ну, смотрите, какая красивая картинка сверху. Да, такой полукруг выстраивают хоккеисты-строители. Слушают Паула Франца. Ну, я думаю, он может похвалить своих подопечных за вот этот отрезок, который они провели после предыдущего тайм-аута. Ну, хвалить, наверное, рано. Все-таки еще и половина тайма впереди. Наоборот, наверное, подбодрить, призвать действовать в том же ключе, может быть, даже где-то прибрать инициативу в свои руки. Вот тайм-аут завершается. Михаил Середков устремился первым делом к своим воротам. Как будто бы он сейчас будет играть в них вместо Максима Шакирова. Вот. Матч возобновляется, и строитель Артем Лихачев очередную атаку развивает и упускает мяч Антону Пенлендер. Не хватило ему, может быть, даже либо ему скорости, либо передачи точности. Ну и Киров приходит на чужую половину, пока не дают ему так гостям вольготно закрепиться на ней. И вот уже опасно, может быть, контратак строитель Никита Свиридов оставляет мяч Ваюшину. Здесь Потеряли мяч. довольно бдительно сыграли игроки обороны. Вот снова 96-й номер Антон Тихвинский был с мячом. Обострение. И вот сейчас в штрафной Сыктывкара мяч. И угловой Родина зарабатывает. Может быть, не совсем согласны с этим хоккеисты-строители. Прежде всего Иван Кораблин, который сейчас на линии ворот что-то объясняет своим партнерам. Но будем смотреть сейчас подачу в исполнении Родины. Родине мяч действительно очень нужен. Он вернет Родину опять в игру, в борьбу. Но, видимо, если мы увидим мяч в исполнении Кирова, но не сейчас. Снова пролетает он мимо ворот, и Максим Шакиров ждет, куда бы его вести. Находит Антона Пенлендера. Тот находит Шибонкина. Здесь идет борьба за мяч у фланга. И выцарапывают мяч кировчане. 34-й номер. Снова на Тихвинского. Пас Леденцов выдавал. Вот Тихвинского там забивают хоккеисты-строители. Да, в ауте кировский хоккеист оказывается. Да. Ну, подбрасывать его не будут. Выбрасывать. Да, вводят мяч кировчане. Свободный свободный удар, да. нарушение идет правил подача было. в штрафную, но безадресно. И снова строитель. Довольно рискованно, да, такие. Проход от своих ворот начинал хоккей строителя. Да, не та зона поля, где Да. Но это Никита стоит Свиридов, такие проходы идти. молодой техничный хоккеист, скоростной. Я думаю, был уверен в собственных силах. Да, ему волю, он бы все поле бы прошел. Вот сейчас не удалось задеть мяч Михаилу Середкову. Не удалось его укротить. И снова Киров на своей половине будет искать варианты для продолжения атаки. Нашел, наверное, не самый лучший вариант отдать мяч Сыктывкару, игрок Родины. Ну, там, похоже, остановка. Да, да. И Родина переходит в центр поля. И теперь обратно его переходит, уже откатываясь в оборону. Денис Садыков. Вот опасно! Вратарь Родины! Нет, опять мимо ворот мяч летит. Артем Катаев быстро его мяч вводит в игру. И там снова потеря в исполнении Родины. Хороший был момент. Да,
Хороший. 1 на 1 практически. Пусть угол небольшой, но... Угол такой, да. Да, Градусов 50. А здесь, наверное, все-таки был бы офсайд. Но нет, смотрите, не остановленная игра. Возможно, и в нормальном положении находился хоккеист Строителя. Здесь, да, чуть-чуть выше ворот пролетает снаряд в этом эпизоде игровом. И удаление. Удаление сейчас показывают арбитры. Он сейчас покажет, опять же, кто удален. Ну, удаление в составе Родины мы видим. Номер отсюда. Сложно увидеть с нашей комментаторской кабины. По-моему, это был Антон Рычагов, 3-й номер. Покинул поле. Ну, так или иначе, нам сейчас режиссеры дадут ответ на этот вопрос. Наши режиссеры это как Александр Друсев, что ли, когда у нас есть вопросы, они дают на них ответы. Видите, они нам дают ответ, что удален Игорь Леденцов. А Строитель в атаке. 3-3 фактически выход. И Гол! 6-1. уверенно реализовал эту атаку Строитель. Александр Ваюшин, по-моему, это был. По крайней мере, проход в штрафной на его счету. А вот чьей клюшке принадлежит удар, честно, не совсем было видно. Хотя поздравляют вроде Никиту Свиридова сейчас, 91-го номера. Нет, Александр Ваюшин уже там уже похлопали дружески по шлему. Ну вот он как раз с мячом Ваюшин. Удержался на ногах, проход. И да, Александр, шедевральный просто гол. Да, очень эффектный, красивый. И даже такой мини-шпагат не помог Артему Катаеву отразить удар. И сейчас еще момент. Но здесь не дошел мяч до хоккеиста-строителя. И угловой все равно зарабатывает хозяева поля. Да, после матча в Кирове мы ожидали... Да чего мы только не ожидали, но только не разгромной победы, не уверенной такой победы Строителя. Но это даже хорошо, когда твоя любимая команда превосходит все ожидания. И сейчас... Артем Катаев на месте. Да. Алексей, хотелось бы поздравить нас с таким небольшим праздником. Ну, в том плане, что Строитель впервые в этом сезоне забил 6 мячей. То есть до этого сыктывкарцы больше 5 не забивали. Тут еще небольшой праздник, что впервые при нашем участии Строитель выигрывает. Ну, я все-таки, мне посчастливилось комментировать единственный победный матч Строителя пока в этом сезоне, домашний, против Зоркова. Ну, мне посчастливилось его фотографировать. Для вас сегодня праздник. А вот сейчас момент у ворот Строителя, и Родина забивает 6-2. Прекрасно, прекрасно. Но... Да, не сдаются кировчане. Стоит только похвалить гостей за волю к победе, за то, что они не сдаются и продолжают играть, и дарят нам забитые мячи. 6-2 — это то, что нужно болельщикам, понимаете? То есть еще играет 20 минут чистого времени. И мы все хотим видеть голы. И, в принципе, уже понятно, что Строитель вряд ли упустит победу. Ну, так надо хотя бы радовать красивыми моментами. Ну, здесь как-то уж слишком позволили Согласен. кировчанину вывалиться на ворота. Согласен, Такого в да. первом тайме Строитель не позволял соперникам. Непозволительная роскошь, да? Ну, ничего страшного. Играть еще и довольно много. И будут, мне кажется, еще мячи. Вот Константин Зубарев отличился. Лидер Кировской Родины в этом сезоне. Ну, долгое время Константин Зубарев был игроком Кировского клуба. Потом, по-моему, 5 лет выступал в составе Кемеровского Кузбасса. Даже был капитаном этого клуба. И совсем недавно вернулся в Родину. Ну, как недавно? Пару сезонов назад. И тоже Здесь... сейчас там носит капитанскую повязку. Да, да. Здесь продолжается такая борьба. За мяч и гол еще один. 6-3. Да, вот 6-3, это вот уже развитие событий такое. Мне кажется, что Заставляет вот понервничать. сейчас, если был бы еще один тайм-аут у Павла Франца, он бы снова бы его брал. Развитие событий действительно, может быть, не радует Строитель, но запас комфортный. Я думаю, что еще даже на 8-4 каких-нибудь можем выйти смело в этой игре. Снова Дмитрий Евтюшин. Да, оформляет дубль кировчанин.
Ну, здесь был розыгрыш стандарта, и потом Максиму Шакирову закрывали обзор. Он потерял, видите, он не видел, куда мяч летел первый раз, остановился. Здесь из гущи игроков снова мяч вылетал, да, довольно сложно среагировать. Там даже не просто сложно среагировать, там мяча-то не видно было, конечно. Мне кажется, что Максим увидел мяч только когда он оказался за его спиной. Да, вот так вот 2 мячами в течение 2 минут кировчане возвращаются в игру. Ну, мы вспоминали уже сегодня, что очень результативный тур. И 5-3 и 7-7 сегодня были результаты других игр. И 6-3 довольно красиво. И нас еще ждет очень интересная концовка. Да, чуть меньше 20 минут. Я напоминаю, что у нас должно быть 3 минуты еще добавленных за 2 тайм-аута. Были, наверное, еще и остановки в игре, которые, как правило, не сказываются на добавленном времени. Но, думаю, 3 минуты дадут арбитры отыграть. И голы. Мы хотим голы, на самом деле. Такая ненасытность, жажда голов. Ну и мы же с вами понимаем, что сезон близится к завершению. Первый сезон «Строителя» после возвращения в Суперлигу. И хотелось бы действительно почаще вот в оставшихся матчах видеть интересный обоюдоострый хоккей с множеством забитых мячей. Ворота обеих команд, а не ворота «Строителя», как это обычно бывает. Прям такой скептик, Александр. Ну, в предыдущих матчах все-таки в основном мы видели, как забивают мячи ворота одной команды. Мне сегодня знакомые тоже подсказали, как во время предыдущего матча против Ульяновской «Волги» мы с вами родили совместно фразу, что какая разница, как проигрывать 1-4 или 1-7. Ну и матч в итоге так и завершился с этим счетом. Так что можно было смело ставить в букмекерских конторах на точный счет. Снова стандарт будет. А нет, аут. Аут, да. Практически возле углового флажка. Здесь заброс штрафной. И здесь, смотрите, там был готов загнуть кировчанин этот прострел с фланга. И только сейчас атака Кирова завершена. Да, Максим Шакиров такое делает внушение своим партнерам. При всем при том, ведь хочется, чтобы Строитель тайм-то не проиграл. Ведь в этом тайме сыктывкарцы уступают 2-3. То есть нужно хотя бы сравнять счет в этом тайме. Вот неплохая атака «Строителя». Но пас не точный. Да, пас не дошел. Иван Бойко мяч перехватил. Тут его придерживают чуть-чуть, но видят меру. А вот здесь уже Денис Садаков отправляет на лед кировчанина. И нарушение правил фиксируется арбитрами. Будет Родина сейчас свободный удар в центре поля. Я думаю, что команды уже подарили праздник болельщикам на трибунах. Сыктывкарским пока что, не будем забегать вперед, да, Сыктывкарским больше положительных. Но я думаю, результат тоже будет болельщикам устраивать. Ну а кировских команды порадовали волей к борьбе, стремлением и, так сказать, бороться до конца нужно, и кировчане эту поговорку, не знаю, подтверждают. А вот сейчас момент, и где мяч-то? И гол. Вообще, мяч оказался в воротах, мне кажется, еще до того, как Артем Катаев его вытащил за ворот. Там 23-й номер Максим Зубарев подъехал и так добил. Так что 7-3, а тут интрига-то, наверное, только в том, на чей счет будет записан мяч. Все-таки Максим Зубарев либо первым ударом. Максим Зубарев уже добивал уже в ворота, которые слетели с линии. Ну вот сейчас смотрим, да. Отличный пас здесь и прострел. Ну да, уже 71 номер, это Антон Пенлендер, по-моему, хит-трик оформляет. И Артем Катаев вытащил мяч уже за линией ворот. Да, похоже на то. Но пока нам показывают, что на Максима Зубарева записан мяч. Ну, я думаю, что никто не расстроился, не расстроится, если на него. Да, будет... достойный ответ «Строителя» на вот этих 2 выстрела кировчан. Главное, чтобы сейчас не было травмы у Артема Лихачева. Он на льду оказался. Момент столкновения, к сожалению, наверное, остался за кадром. Но главное, чтобы все было хорошо. Хоккеист со здоровьем.
Да, при таком счете терять игрока очень неприятно. Поднялся наш хоккеист, покидает площадку. Конечно, будет замена. Ну, вот здесь, да, такое столкновение с третьим номером, с Антоном Бричаговым. Довольно неприятное. Да, технический онлайн тоже записал мяч на Максима Зубарева. Ну, пусть. Я думаю, Максиму приятно. А Антону Аппенлендеру мы желаем все-таки оформить хэт-трик. Время есть, да. Время. Время есть, еще 13 с лишним минут играть. Напоминаю, если кто-то только сейчас подключился к трансляции, у нас еще 3 минуты будет добавленных к основному. А Киров, 3. да, Киров вот сейчас атакует и забивает 7-4. Ну, вот это чудо просто хоккея. Пиршество голевое мы с вами наблюдаем. Да, прорвался здесь по флангу кировчанин, просто убежал от сыктывкарцев. Неуловимый Джо. Да, и переиграл Максима Шакирова. Смотрим, да. Там было подозрение на нарушение По-моему, Константин Зубарев, да, снова, не стали 80-й сбивать. номер. 80-й номер вроде бы это был. Точно есть 8. Это либо Зубарев, либо Самойлов отсюда, то есть сложно было видеть. — 7-4. Ну, я думаю, его забежали чуть-чуть. А, его сейчас надо было забивать и продолжать это голевое безумие. Но вот здесь опять травму получает хоккеист Сыктывкара. Видимо, упал игрок, не мог подняться. Здесь опять атака Родины. Максим Шакиров мужественно руками, головой вперед играет. Ну, а Константин Зубарев, видите, мы были с вами правы. Сегодня такой день у фамилии Зубарев. Да, в составе Родины дважды игроки под этой фамилией отличались. Игрок Да. в составе Строителя. Пока один. Да, Ну, 1. 2-1 пока в этом виртуальном противостоянии Зубаревых. Да, мы сейчас видим, что у нас секундомер остановился на отметке 45. Надеемся, что наши режиссеры починят его сейчас. Они у нас на все руки мастера, так что все будет хорошо. Родина на своей половине. Тут Сергей Шибонкин обозначает прессинг. Он тут, наверное, можно сказать, было именно что обозначает. И Строитель будет пытаться выбежать в атаку, но не в этот раз. Будем готовиться войти в игру снова Артем Лихачев. Все в порядке с хоккеистом. Повреждение, как казалось, не тяжелым. Ну и Родина продолжает владение сохранять. Ну, действительно, мы только хоккеистов Кирова можем поблагодарить за хорошую, интересную игру, за волю к победе, за то, что продолжают они сохранять, на самом деле, интригу. Я уверяю вас, что 7-4 играть еще несколько минут, это отыгрываемо в любом случае. Ну, порядка 10 с лишним. Вот. Но Строитель делает подарок, наверное, не только болельщикам, но и руководству. Сегодня спортивного директора Ильи Першукова день рождения. С чем мы его поздравляем. Да, то есть хорошо прошлись матчи Строителя, да. Сегодня поздравления принимает Илья Першуков. И подарок в виде победы. 18 января Максим Шакиров сделал тоже, повлиял прямым образом на подарок для себя. Почаще бы матчи выпадали на дни рождения коллектива. Пока игра без ворот идет, вот последние пару минут. Евгений Люкин дальнюю свечку отправляет, разводит руками. Видимо, не понял его передачи адресат, партнер. И удаление. Удаление в составе Кировской Родины, я так понимаю, да? Катится игрок на скамейку для провинившихся. Я вспоминал сегодня уже матч с Шор Сыктывкарской и Ульяновской Волги-2. Так матч ульяновцы доигрывали в 5 полевых игроков. Вы представляете, там
Несколько игроков были удалены за неспортивное поведение. Там чуть ли не драка разразилась на стадионе, на льду между хоккеистами команд. 5 полевых игроков и 5 удаленных. Они, в принципе, на скамейку штрафников не могли поместиться. Довольно высокий был градус игры в конце. С эмоциями далеко не все совладали. Была обоюдная красная карточка. Ну, сейчас мы видим жесткое столкновение на фланге. Да, и здесь тоже вот эмоции, видимо, доминируют. Это, по-моему, Никита Свиридов, да, либо Денис Садаков, оказывается. По-моему, Никита Свиридов все-таки. И... Давайте смотрим за повтором. Да, зацепил здесь. Не, Денис Садаков, это оказывается на льду. Кировчанин. И как-то Но неудачно вроде... упал. Да, но вроде все хорошо, и со своими силами смог подняться, без чужой помощи. Строитель вводит мяч в игру. Ну, Андрей Могильников, да, удален. Это как раз вот мы вспоминали про Андрея. 120-я минута штрафного времени в сезоне. Продолжает он закрепляться в списке лидеров по штрафным минутам Суперлиги. Ну, хотя бы в этом списке Родина в числе лидеров. Ну и в данном случае непосредственно защитник клуба. С такой еще фамилией достаточно пугающей. Да, укладывает хоккеистов, соперников. Он... Ну, пусть лучше так, чем в соответствии со своей фамилией. Да, ну, может быть, с другой стороны, за это соответствие платит больше. Кто знает. Не интересовался вакансиями в Кирове. Вот. Ну, Строитель в большинстве. Самое время попрессинговать. Заставить, может быть, ошибиться кировчан. Да, сейчас не до атак Родине. Но, с другой стороны, Киров это такая команда, где опытнейшие хоккеисты играют бок о бок с юниорами, с ребятами, которые вот на первенстве мира в Сыктывкаре в 2017 году играли. И я вот специально смотрел и с ребятами, которые играли в 2016 году на чемпионате мира до 17 лет. Это Никита Меньшиков и Максим Маслов, 18-летние хоккеисты. Так что прессингом Родину не напугать. Строитель по-прежнему контролирует мяч. Но вот сейчас отпустили его сыктывкарцы немножко. И снова свечка от Леухина. И снова он показывает, что ну, открывайтесь, я же вижу свободные зоны, отправляйте туда мяч, вырывайтесь, открывайтесь, забивайтесь. Максиму Пока... Шакирову, да, прилетает снаряд. Не знаю, может быть, наш вратарь даже может остаться недоволен сегодняшней игрой. Довольно много раз позволяли ему защитники вступать в процесс, отбивать мячи. Ну и с другой стороны, опять же, Максим, сложно было ему что-то сделать в этих ситуациях с забитыми голами. Но здесь Артем Катаев, мы видим, отбил удар с угла. Да, пока пропустил он меньше своего напарника, который защищал ворота Родины в первом тайме. Ну пока да, пока у него 3 мяча против 4 у Максима Халявина. Вот. Но есть еще время сравняться и в этом показателе. Я напомню, что в первом тайме ворота Родины защищал Максим Халявин. У Строителя пока замен вратаря нету, я думаю, не будет. Он все-таки по матчу играет голкиперы. Ну и свой норматив 6 мячей за матч Максим Шакиров сегодня, скажем так, не выполнил, к счастью. Ну и в Кирове тоже, да, забито было в его ворота 3 мяча. Так что улучшит немножечко статистику голкипер Строителя. Ну и оборона тоже, потому что прежде всего большая часть пропущенных мячей это вина именно игроков полевых. Кто-то не доработал, кто-то упустил, а там выход 1-1. А вратарь может, далеко не всегда может выход 1-1 ликвидировать. Да, сейчас мы видим, Родина пытается начать атаку. И последняя минута основного времени идет. Там, конечно, еще напомню, дополнительных 3 будет.
И вот контратака Строителя 2 в 3. Убегают хоккеисты. Удар! Где-то мяч попадает в защитника. И... Да, заблокировали, к сожалению. Выстрел сыктывкарского форварда. Ну, а следующие игры у нас на домашнем льду Строитель будет проводить только в феврале. Так что мы приглашаем вас на трансляции, которые будут, наверное, уже через месяц где-то. Да, чемпионат берет паузу, достаточно продолжительную. Но я думаю, что и после этого перерыва трансляции у нас также будут интересными, яркими. Ну, а в перерывах также для болельщиков будут проводиться конкурсы. И я думаю, что шуруповерт от магазина «Инструмент», который был сегодня разыгран, будет далеко не последним. Да, вот я сейчас заглянул в календарь, у Строителя тем временем остается всего 3 домашних игры до конца Водник, сезона. Байкал Энергия и СКА Нефтяник, насколько. Да, причем игры с Байкал Энергией и СКА Нефтяником придутся уже на конец февраля, начало марта. Да, СКА Нефтяник это будет последняя игра сезона домашняя для Сыктывкарского клуба. И праздник хоккея, который, есть такое предположение, будет слишком результативным. Да, следующую игру домашнюю сыктывкарцы проведут 17 февраля против Архангельского Водника. Ну, это, наверное, тот самый матч из оставшихся 3 домашних, где Строитель может, мы объективно будем судить, он может побороться за очки. Почему бы и нет? Мы вспоминаем, как здесь в самом начале сезона какие проблемы были у Уральского Трубника. Там состав будет оптимальный уже у Сыктывкарского клуба, и силы будут восстановлены. Так что будем ждать бой. Да, следующий матч сыктывкарцы проведут против «Динамо» 11 февраля. На выезде, да. И там же сыграют еще через 3 дня, в Подмосковье, Московской области, да, против Зоркова. Ну, мы смотрим, еще и эта игра не закончена. Там атакует Сыктывкарский клуб. Здесь задержка была, но все в рамках правил показывает арбитр. Угловой будет. Да, будет еще один шанс для Сыктывкарского клуба отличиться. Напоминаю, что в этом тайме-то Строитель проигрывает. Надо сравнивать счет именно по тайму, чтобы уж красиво все было. Ну и 2 угловых сегодня сыктывкарцы реализовали. Да, в начале матча я говорил, что Строитель в случае победы имеет шанс обойти «Динамо Казань». Но, к сожалению, «Динамо Казань» в эти минуты свой поединок выиграла. Дома казанцы обыграли Уральский Трубник, и Строитель не сможет обойти «Динамо Казань». Вот это довольно, скажем, интересный, прямо скажем, неожиданный результат. Поражение Трубника в гостях. Но Да, «Динамо честь и Казань» хвала динамовцам. Что набрали сказать? они 11 очков. Сыктывкарцы сейчас в случае победы набирают 10. Ну, в случае победы, который, в общем, никто, я думаю, не сомневается. Да, да. Мы видим, как красиво игрок Строителя проехался по льду это после нарушения что-то правил. из бобслея, по-моему, было. Санного спорта, да. Ну и Итак, все. Звучит свисток, да, поздравляем Строитель, поздравляем всех сыктывкарских болельщиков. 2-я домашняя победа в этом чемпионате, 3-я вообще в целом в Суперлиге. Ну и свои очки Строитель все-таки взял там, где и должен был брать. Да. Да, 6 очков максимум в поединках с Родиной. Вот. Ну и желаем кировчанам не расстраиваться. Сегодня мы видели, что Родина команда, которая борется до победного, до последней секунды. Я думаю, что будут хорошие шансы у Кирова с той же самой «Динамо Казанью» на своем льду. Да, желаем кировчанам не завершить все-таки сезон с баранкой в графе «Набранные очки». Да. Ну, на этом прощаемся с вами. Всего хорошего. До будущих побед. До встречи в феврале, друзья.
Снегопады. Все еще с замиранием сердца ждете ближайшие снегопады? Приходите в торговые центры «Инструмент», и вам обязательно подберут снегоуборщик, мотобуксировщик и даже снегоход. А еще вы получите 10% бонусов для 100% оплаты следующие покупки на Сысольском шоссе 29/10 и Первомайской 25. Настоящий снегоуборщик «Прораб», 5,5 лошадиных сил, захват 53 сантиметра, всего за 19 900 рублей. Уже в торговых центрах «Инструмент» на Сысольском шоссе 29/10 и Первомайской 25.